Здравствуйте, дорогие друзья! Огромный привет подписчикам канала Коми Рыбак. Ну а те, кто впервые меня видит, нажимайте на подписку, на колокольчик. Вы об этом не пожалеете. У меня впереди много интересных рыбалок. Рыбалка на налима, рыбалка на хариуса. Все впереди. Все будет, все я вам покажу. Ну, а пока мы, как всегда, начинаем с живцов. Пополняем запас живцов, не забываем. Вот, проверил я свои ловушечки. Ловушечки я свои проверил. Попало вот столько мальков. Ну, где-то штук 50, наверное, не меньше. Это хорошо, потому что мальки дохнут быстро, их надо чаще менять. И еще по просьбе подписчиков показать, как делается заливка переправы. Я как раз сейчас недалеко от нее нахожусь. Близко к ним подходить не буду, но издалека попробую показать, чтобы было видно, что и как это делается. Вот это наша переправа через реку Печора. Морозов нет, но сегодня метет. Минус 13 сегодня. С ветром, со снегом. Все заметает. Вот стоит вот такой прибор, который один конец трубы в лунке. Он оттуда черпает воду. А с другого конца просто выливается. И получается вот такая вот заливочка. Все заливается. Потом все это замерзает. И потом следующий слой. Все выше и выше. А нет, вот она. Блин, не то показал. Два прибора получается, да. Один течет, вон второй. Один забирает. А со второго конца трубы вон как полощет вода. С одной лунки затягивает и по всей дороге раскидывает. Блин, холодно-то как, а. Вот. А заливщик пошел готовить дальше лунки. Делает лунки. Каждый день измеряет. Я спрашивал позавчера. Толщина льда минимальная была уже 50 сантиметров. А надо 80, чтобы было. Это верхний край, который выше по течению. Чтобы было 80 сантиметров. Пока 50. Вот он подошел. Морозы, конечно, помогли им. Теперь снег помогает. Вода не растекается. Все замерзает. Два мотора тут даже получается. Все верно. Вот один мотор, вот второй мотор. Заливают двумя моторами. Два насоса. Так что заливка идет полным ходом. Залил. Теперь это он перетаскивает вон на другое место. Заливает другой участок дороги. Вот таким вот макаром, двумя насосами происходит заливка нашей переправы. Скоро будем ездить. Хотя народ и так уже ездит, втихаря гоняет. Но скоро уберут кирпич, и можно будет на ту сторону ездить уже на машине. Ну а мы едем проверять наши палки. Вперед! Вот, друзья, первая палка. И сразу же вон вот такой вот язёк. На первой же палке. Насаживал на мальков. Одного малька съел. А на второго вот такой вот язюка попался. Вон. Крючок острый, хороший. Вот такой вот крючочек. С Алиэкспресса заказывал. Жало острое-острое. Чуть коснись и сразу. И вон на малька попал. Удивительно. На червей было все пусто, а на малька ясь клюет. Вот в чем причина. Очень сильно метет, снегопад, я не знаю. Снимать не получается со штатива. Жалко камеру. Короче, буду снимать только по факту. Поймаю, сниму, если что будет. По-другому никак. Я понимаю, что интересен сам процесс вываживания рыбы, но, извините, съемка сегодня не получается. Ветрище аж тут сдувает, все, очень сильный ветер и метель. Все, у меня уже небольшой улов есть. Друзья, уже темнеет. Все пусто и пусто. Проверил около 15 палок. Все замерзло. И вот наконец-то вот такой налим красавец. Тоже где-то около 2,5 килограмм. Не меньше.
Вот такой вот он, красавец золотой. Наконец-то меня порадовал. Уже хорошо, уже не пусто. Один язь, один налим. Здорово, прекрасно. А самое хреновое, друзья, это то, что я сегодня забыл дома фонарик. Батарейки взял, а фонарик забыл. Так что буду проверять в кромешной темноте. Съемка невозможна. Включение будет только по завершении рыбалки возле буксировщика. Как-нибудь да проверю в темноте. Все, едем дальше. Настроение приподнялось, а то уже палок 15 пусто было все. Ну вот и еще один день подошел к концу. Закончилась наша сегодняшняя проверочка. Она сегодня затянулась, потому что 2 дня морозов дали о себе знать. Лед толстый на лунках был. Сейчас метель. Лунки заметают, будет проще потом долбить. Ну а сегодня мы поймали вот такого вот налимчика. Вот такой вот язя. Попал на первый крючок, обнадежил. И вот такой налимяка. Вот такой налим. Где-то килограмма 2,5 по-любому будет. Ближе к 3, наверное. Этот полкилошный по-любому. Язёк и налим. По одному мне все равно налима дает. И то хорошо уже. Если было бы совсем пусто, то было бы, конечно, грустно. А так, один крупный, но все-таки есть за проверку. Это радует. Переставил 4 палки, так как лунки затянуло. Толстый лед, где был тонкий лед, теперь можно пройти. Поставил туда. Так что надежда есть. Все. Поехали домой. До встречи на реке.